Urgup çıkkan akkan su, yer betini çaypadın. Толкуп çıkkan akkan su, жети кабат жер астын. Жарып çıkkan akkan su, жер анаңдын барысына багып. Всем доброго времени суток! На связи вновь редакция Evidence, и мы вспомнили, что делаем не только киноразборы, но и видеоэссе о творчестве музыкальных исполнителей. В своих видеоэссе мы анализируем творческий путь, деконструируя образ музыканта и в первую очередь искренне стараемся понять то, какой вклад он привнес в индустрию и какое место он занимает на музыкальном поприще, стараясь также не забыть познакомить вас с его личностными характеристиками и рассказать о том, какой он человек. Название ролика для нас это всегда тезис, который мы хотим доказать, попытавшись покопаться и поглубже исследовать тему. И в этом наш сегодняшний герой выпуска немного похож на нас. Спустившись в подземелье американского рэпа, глубоко изучив жанр и искренне полюбив его, он решил не искать популярности, а годами оттачивал свои навыки, став самым техничным кыргызским рэпером и записав большую дискографию из действительно качественных треков на кыргызском языке, которые было бы не стыдно показать и родоначальникам жанра. Сегодня мы поведаем вам историю Джитигена, самого недооцененного кыргызского рэпера. Героя нашего сегодняшнего видео на самом деле зовут Бакытбек Сапарбеков. Он родился седьмым ребенком, 7 июля, то есть по сути 7/07/93. Он решил положиться на магию числа 7 и выбрал Джитиген в качестве своего рэп-псевдонима. Учился в школе имени Карыбек Улу Акматалы в селе Атбаши Нарынской области. Родился и вырос там же. Отец Бакытбека, по словам односельчан, также обладал хорошим слухом и частенько пел как для себя, так и для окружающих. Видимо, музыкальные способности передались и сыну, который еще с детства мог подмечать и интересно срифмовывать строчки. В средних классах, как и многие другие ребятишки в те годы, стал активно увлекаться рэпом, услышав треки 50 Цента, а в 9 классе поехал учиться в Бишкек на полгода и вернулся в Атбаши, закупившись четенькими кроссовками и толстовкой с изображением Soulja Boy. Таким образом, пусть пока и внешне, но впервые примерив на себя образ рэпера. В 10 классе Бакытбек со своим другом Азатом Баишевым решает попробовать записать первые треки, соорудив импровизированную студию под названием Чечдубе Records, по аналогии со знаменитой Атбашинской священной горой. Первые песни молодые музыканты записывали под бесплатные биты, скачиваемые Бакытбеком с сайта Numba.kg, записываясь на 100-сомовые микрофоны и сводя их, если это слово вообще здесь применимо, в AIMP-плеере. Лишь позже ребята познакомились с Fruity Loops и более продвинутыми программами для сведения. Первым творческим псевдонимом нашего героя был диджей Хантер. Неудивительно, что молодые артисты обрели лишь локальную популярность в родном Атбаши, но тем не менее, проведя первый концерт у себя в школе, уже внесли общественный вклад на собранную символическую сумму с мероприятия, купив принтер в школу. Поначалу ребята пробовали записываться на разных языках, но после одного выступления Бакытбеку посоветовали раскачивать рэп именно на кыргызском. Так и появился знакомый нам Джитиген, развивающий отечественную рэп-индустрию и популяризирующий родной язык и культуру. Если говорить о его образовании, Бакытбек учился в Институте искусств имени Бейшеналиевой на кафедре телерадиокоммуникаций и звукорежиссуры. Записав за свою карьеру около 100 треков, на жизнь он зарабатывает не только своей музыкой. К примеру, на его талант обратили внимание и другие звезды отечественной эстрады, некоторым из которых он пишет тексты для песен. Помимо этого, он, по его собственным словам, работает с учетом товаров в Центре пожарной безопасности. Но своим главным увлечением наш герой всегда считал рэп и по сей день радует своих слушателей новыми треками. По имеющейся у нас информации, вскоре планируя чаще записываться и на русском языке, под своим новым псевдонимом и используя так называемое альтер-эго. Талай Бектургановдун чыгармачылыгына өлө жакынмын. Талай Бектурганов, Чубак Сатаев, илгеркилерди угам азыркы ырчылардын деле укпайм көп деле. Ошол Нурлан Айсмыр жаңыратса бул ким дейсиз го? Ачык айтканда теппейт да, мен мындай жүрөккө тийбейт да азыркы көп ырчылардын ырлары, анткени азыр ырчы көп дегендей өтө эле баркы кетип калган. Мурункурлардын жан дүйнөсү өтө мындай түү да, анча жыл жашап, азыркыга чейин уксаң, ошол кишинин жан дүйнөсү сенин жаныңда тургандай эле болот да. Анан ошентип баратам аттуу чыгарып калган, жаралып калган. А Көлдү көз айда болсо, мен жөн эле ал эң биринчи американский рэпер бар, Nas деген. Олдскульный рэпер. Белгилүү рэпер, бирок дүйнө жүзүнө мындайча айтканда хип-хопко жакын адамдар тармагында эле белгилүү да. Анан ошонун YouTube'тан бир минусун угуп калып, өлө мындай шамал болуп атат. Ошентип башталды да жайданчы. Анан мен угуп атам, анан кетти, башталды да. Ошондой болуп кетет да, мындай. Олтурам,
көлдүн жээгинде шамал үйлөп кулагым ашыбырайт, жеримдин кереметине көз салып коюптур деп акырын айтты. Мен аркылуу мени уккан угармандын барына, жашоого бир келген сенин жаныңа, жаңыда көлдүн ыры жазылган. Affirmative action, yeah, with my crew, NTM. This is Nas Escobar. International remix. Check the lyrics. Показанный отрывок из песни Джитагена ККА использует инструментал из трека американского исполнителя Наса, которого многие, в том числе, например, Эминем, считают музыкантом, оказавшим наибольшее влияние на рэп-исполнителей. Это подчеркивает то, сколько времени Джитаген провел за изучением рэп-культуры для улучшения своих скиллов, разбирается в отсылках и использует их в своем творчестве. Даже сама аббревиатура ККА является в каком-то смысле отсылкой на привычку американских рэперов давать названия своим трекам в такой стилистике, писать заглавными буквами через точку. В пример можно привести культовую песню Queen Latifah «Unity», ставшую своеобразным гимном борьбы с проявлением неуважения к женщинам в обществе и домашнего насилия. А также одно из наиболее известных рэп-произведений Cream Wu-Tang Clan, являющееся аббревиатурой фразы «Cash rules everything around me» или «Деньги управляют всем вокруг меня». Еще одним примером того, как Джитаген использует атрибутику западного рэпа, является его трек «Маяк», в котором звучит словосочетание «Hip-hop is dead». Это отсылка на знаменитую фразу того же Наса и других рэперов. Важным здесь является то, что отсылки рэпер использует в первую очередь для воздания дани уважения культуре не только западного рэпа, но и местных акынов и исполнителей, внесших большой вклад в кыргызское творчество. Джитаген здесь возвышает наших акынов-импровизаторов, а Алы Туткучева, Туктугула Сатылганова, Медина Алыбаева, Мураталы Кюрюнкеева и Атая Огумбаева, отмечая, что их вклад, навыки и творчество, конечно, несопоставимо лучше, чем произведения рэперов, приобщая молодых слушателей к кыргызскому творчеству. Помимо наполнения треков отсылками, ярко отличительной особенностью рэпера является то, как именно он конструирует свой текст. Нельзя не отметить использование им различных стихотворных приемов. В первую очередь, это, конечно, ассонансы и аллитерация. Мы уже отмечали в нашем видеоэссе про Бакра то, что на сегодняшний день многие приемы поэтов, вроде Александра Сергеевича Пушкина, уже устарели, и их использование не поощряется в рэп-сообществе, например, глагольные, квадратные и другие простые рифмы. Но некоторые особенности стихосложения все еще очень ценятся в рэпе. Ассонансы — это прием звуковой организации текста, в котором многократно повторяются гласные звуки, в аллитерации же согласные звуки. В качестве примера ассонанса можно привести стихотворение Пушкина «Зимнее утро», в котором повторяющаяся мягкая буква «Е» передает читателю настроение расслабленности и спокойствия. Блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. А теперь прослушайте, как в произведении Лермонтова «Три пальмы» согласные звуки «Т», «П» и «Р» повторяются и выделяют значимые слова. Созданная аллитерация словно помогает услышать гибель пальм и то, как тупые методичные удары топора бьют по корням упругих деревьев. По корням упругим топор застучал, и пали без жизни питомцы столетий. Вот пример использования ассонанса на букву «И» от рэпера Шума на площадке Кубок МЦ. И на бит, как дип, что залетит на бит, навалив на бит, элитный ритм, репит, динамит, твоя флегитна, муза внутри мою запись. Точно так же и Джитаген в своем треке «Чек Убаганда» призывает слушателей перестать деградировать, встать с дивана и выйти из зоны комфорта, перегрузив текст неприятными для слуха твердыми гласными «ы», а также острыми и резкими согласными «к» и «ч», словно дополняя мотивационную речь. Ну и, конечно, основным инструментом любого хорошего рэп-текстовика являются качественные рифмы, в особенности двойные, тройные и междустрочные.
В этом смысле тексты GTGena являются на кыргызской рэп-сцене показательными, чуть ли не эталонными. Если у многих рэперов наличие в каком-то треке хороших сложных рифм является довольно редким и потому радостным событием, то у GTGena текст буквально испещрен сложными рифмоконструкциями. Если очень кратко, то двойные рифмы или double rhyme — это когда окончание строки имеет сразу два слова, на которые будет подбираться рифма в следующей строке. Тройные, соответственно, когда рифмуются три слова и так далее. Междустрочные же — техника написания еще более неочевидных рифм, проходящих сквозь несколько строк. Вот вам несколько примеров качественных сложных рифм. Примеряешь формат, ты теряешь фарватер. Пробы словно меняешь буквы местами. Паника на старте, представьте мой ступор. В ритме разбираюсь, идеальный конструктор. Крайне официально мне счета недоступен, но я в пятом отлетаю, там звезда дотянуться. Все надоедает, но онлайн и так тухло. Новая глава, я хочу поиграть крупно. Кидаю заявки так годами по кругу. Но места все заняты рэп свален недугом. Вечный карантин, смена парадигм. Ну погоди, у меня тут белый воротник. Смело возомнил то, что он великий паладин. А вот вам пример того, как рифмует GTGen двойными в своем треке «Топ». Қалағына қылып хип-хопты Тоғылыты деп-дем топты Башқа жігітті байқада Тосқыдай негедер ешкім жоқтой Мейлі бол түргіліп қойып көгі кейлі толтырып Көтірілімдесің күті тұр бәлкім саға келет хеликоптер. И такие примеры можно найти в каждом его произведении. Ну и, конечно же, качественный рэпер должен уметь зачитать всю эту зарифмованную конструкцию с помощью хорошего флоу, обладая навыками быстрой читки, ускорений, попадания в бит и чувства такта, иначе звучать это будет, мягко говоря, не очень. Из корифеев рэп-культуры, обладавших способностью быстро читать, не запинаясь и внятно выговаривая текст, и популяризовавших даблтайм, широкую известность обрели Tech 9 и Busta Rhymes. Несомненно, есть множество подводных камней в даблтайме, и профессиональные рэперы используют обозначения вроде перебежек, ямы, залета на бит и так далее. Но мы с вами просто послушаем, как хороший фастфлоу и читка должны звучать. Залетаю, бит не прячет мой стиль. Эти рэпера остались с детьми. Я прячу конфеты, ножи, пистолеты, когда ты в гостях, включаю мультфильм. Пытаешься, но никак доказать им то, что ты воин на поле боя, но гонево. И да, хук с ямой был удачным, еще давай воюзать, ты потери пульса, это так дешево. Вы какие-то примерные лохи. Ну и как же вас порешать без насилия? Логарифмы не понт, у меня есть панка, чтобы сейчас на битулю насыпать стиля. А я bad guy, я в этом собрались. А теперь опять же глянем, как работает с битами GTGen. Момент особенно показательный, учитывая уникальный кейс участия GTGena на кыргызоязычных батлах, которые являются неотъемлемой частью рэп-культуры. Ассаламу алейкум, менин досум Айбар. 20 мүнөткө энем боло турчу жай бар. Ошол себептен кыргыз рэптен корктум деп макачыны жаратып кеткен. Корккон жокмун дос, кетиришпачы. Мына барытам, суудай каптаган санаттан, обондорума сап чыптаган адаттан, чын жүрөккө жараткан. Ну и напоследок, давайте взглянем на то, как GTGen использует все вышеперечисленное вместе в одном куплете. Просто помечайте себе то, сколько отсылок, ассонансов, аллитераций, сложных рифм и моментов с ускорениями он инкрустирует на постоянной основе в свои треки. Бүркітті ғана жайым қарасаң, менен күрін шерімді ұрдағандай балапан. 10 жыл өтті, бұрылыштан оңға бұрдым, қоң тұрылдым, ойған соң, хип-хоп ұрған жүректі. Әрбір тректі ұққан сайын дағы жазым келген, иот алдырған, бондырдың күчөктір бит жана кепка. Клип тарта лекча, майкросмайк, микрорайондық секта. Дейіл досында дайым дола басаң, әлі денгелі жоғырқы сапаттағы жаңы трек бар. Туп тура бағыт алған вектор, субкультура үшін аракет бар. Тут вам и отсылка на известного в рэп-кругах битмейкера и продюсера Дейла, и смена интонаций, ну и, конечно же, великолепно срифмованный текст. Как вы можете здесь видеть, техника читки чуть ли не всецело зависит от техники написания текста, поэтому можно без зазрения совести заявить о том, что перед нами самый техничный кыргызский рэпер. Ну и, конечно, нельзя не поговорить о смысле, заложенном в тексте GTGena. Сүйгенді айткым келбейт угарманыма. Мен өзүмдүн көз карашымды айткым келет, дүйнө жүзүнө көз карашымды, саясатка көз карашымды, адамдын кээ бир сапаттарына көз карашымды. В творчестве GTGena можно найти самый разный рэп. Вот вам некоторые из тем. Социально ответственный рэп. Рэпер по мере своих возможностей старается в духе Кендрика Ламара менять общество, занимая активную гражданскую позицию.
Күнчү көңүл бурам жолдорго Менигерде депутаттың болгондо Иште берем аз кырылбай сомдорго Эр мектеп жүргөн кезинде мага чалды президент Не үчүн кече күнү шайлоого келбедиң деп Акыйкаттын ачык күндөрү бул жерде менимче кара жок Күбөлөрүң келгиче алар жок Көрсөтмөлөрүн бергиче алар жок Ежедневная мотивация занимает отдельное место в его дискографии. Артист старается своей музыкой помогать слушателям не опускать руки и не сдаваться, каким бы сложным это иногда ни казалось. Жаңы мектеп эски мектептин кайсынысына жакыныраакмын. Эки жака жанталашпай турам так ортосунда. Акылдуураакмын деп айтсам сага тамаша. А бирок жакты көңүлдөтүп аз болсо да бардыгы. Ба жетпеген нерсе адамзатка сактыгы. Уйкуң канбаса да келечегиңди бекемдеп кур. Өзүң менен өзүң алышкан учур. Өзүң менен өзүң жарышкан учур. Күн артынан күн өтөт, күн аччы күн бир көп болсо дагы өзүңдөн башталат эң жакшы күн. Манайды бир көтөрүп мүнөттөрүңдү өткөр. Ачууланбай жашап көр барын. Кыргызская идентичность и популяризация кыргызской культуры являются очень важными для исполнителя. Песня охватывает широкий спектр тем, от тяжелого Үркүна 1916 года до воздания дани уважения великому акыну-импровизатору Жеңинжоку. Да и в целом артист не стесняется озвучивать свою позицию по отношению к самым разным темам, будь то чувства, поддержка кыргызских бойцов или семья. Эртеңки күндү акыркы десе эң биринчиден не кылмагылым каерде болбойм мен ким менен болбойм менин көз алдымда алгачкыдан турат адам кучактайм бекем кысып кучактайм бекем кысып кучактайм мени мээримине суусатпай аттан эмдин сүйүсүптүн окулактай. Ну и в заключении хочется сказать, что мы гордимся тем фактом, что у нас есть такой социально ответственный рэпер, который решил не делать поверхностные тексты, пойдя на поводу у индустрии, а оттачивал годами рэперские навыки, чтобы лучше и качественнее доносить обществу важность поднятия таких тем и смог остаться самим собой. Редакции Evidence отрадно видеть то, что такой прекрасный инструмент, как рэп, оказался в нужных руках и служит рупором для того, чтобы нести в общество правильные ценности. Мы желаем успехов Бакытбеку Сапарбекову и с нетерпением ждем его новых треков.